Всем здравствуйте! В этом видео я хочу быть максимально искренней, максимально открытой, отвечать на все вопросы честно. Вот, допустим, если идет мимо меня прохожий, на что бы я обратила внимание? Ну, конечно, в то, что он одет. Как он одет. Не марка одежды именно, а, возможно, как он сочетает одежду и одет ли он стильно. У мужчин обращаю внимание на руки. Ну, у женщин, конечно, реже. Но когда у мужчины ухоженные руки и ногти, обработана кутикула, ну, то есть это бывает заметно. Потому что, ну, есть же мужской маникюр. Я ничего против этого не имею. Мужчине там убирают все лишнее и все. Ногти не красят на мужском маникюре. Имейте в виду. Вот честно, я не знала просто, как надо краситься. У меня был один карандаш для глаз и для бровей, черный. Он был для глаз, но я им красила брови. Потом вот эту тушь, да, надо накрасить ресницы. Именно как у таракашки лапки, я не знаю. Получи, да. Это просто, чтобы все видели, какие у тебя ресницы. Все. Ну, растушевка. Что такое растушевка? Я не знала свои 15 лет. Просто были черные вот такие круги. Я там пыталась как-то делать, типа, кошачий глаз. Но это выглядело ужасно вообще. Ну, я же под неформала косила. Поэтому у меня еще была такая щелка на бок. Как и сейчас, в принципе, да? И были вот такие глаза. Вот. И знаете, что еще в то время было круто? Тональником себе губы замазала. И я вот честно, на тот момент мне казалось, что это очень красиво. Прям я такая красивая. Искусственно я не принимаю совсем. Я бы точно не нарастила ресницы. Я точно 100% могу сказать, что я никогда себе ничего не вколю в губы. Ну, вообще с лицом, в принципе, что-либо делать я не стану, не собираюсь. Я через 30 лет приду такая вся на ботоксе. Короче. Мне нравится, когда разглядывать именно людей, девушек особенно, которые без косметики. Потому что, ну вот если девушка симпатичная или красивая, и она не накрашенная, красивая, но это очень интересно разглядывать именно черты лица, глаза. То есть это естественно, это природно. Этого не отнять. Хоть я сейчас накрашена, как на пати, брибаде, но все равно в последнее время я стала принимать себя без косметики, я стала сторисы выкладывать. У меня раньше вообще такого не было. У меня был дикий комплекс. Я не накрашенная вообще из дома не выходила. Это, мне кажется, в силу возраста подросткового, во-первых, это было все надумано. Я понимала, что я взрослею, и мне нужно начать краситься. А когда один раз накрасишь ресницы, брови, ты увидишь, какие у тебя ресницы становятся длинные, да? Ты видишь, что ты чуточку стал лучше, у тебя взгляд стал выразительней, и все. От этого потом очень сложно отказаться. Ты потом, когда косметику смываешь, ты думаешь, что ты вообще без глаз, без бровей, вообще без ничего. Вкупе с юношеским максимализмом все было очень-очень надумано. У меня прям очень был комплекс сильный. И из-за волос тоже у меня был комплекс вообще. У меня, волосы, они вьющиеся. И я не выходила из дома даже, пока я их не выпрямлю. Либо я иду вот с таким зализанным хвостом, страшным, либо я вообще из дома не выхожу. То есть до такой степени честно, я сейчас вспоминаю, это вообще капец. Хотя, казалось бы, да? Вот кто знал меня в то время, видел, я пирсинг носила, пыталась всячески внимание привлечь, но при этом я как-то боялась себя настоящую, что ли, показать, не знаю. Именно любовь к натуральности, да, это еще в какой-то степени мое увлечение вот именно моделингом. Я не скажу, конечно, что я какая-то супермоделька. Я стала понимать, что там ценится только натуральная красота. И когда ты даже делаешь вот эти снэпы, ты снимаешь полностью без косметики. И тогда ты уже видишь свое настоящее лицо и уже начинаешь к нему привыкать. Мне, на самом деле, вот в Якутске мне комфортно. Потому что на данный момент пробиться вообще куда-то, даже в Москву или в Питер, или за границу, мой формат просто не подходит. Во-первых, у меня низкий рост.
Сила возраста еще, кстати, да. В плане работы здесь мне комфортно, потому что мне интересно, когда меня приглашают местные фотографы, ну, как бы даже когда с кем-то договариваешься из ребят. Ну, просто здесь в основном же у нас фотографируют. Здесь нет там подиума, где тебе нужен там рост 1,80 м, да, то есть показы, наверное, проводят, ну, по пальцам сосчитать, сколько за последние 5 лет было показов. Ну, есть как бы молодые еще дизайнеры, которые сами свои коллекции шьют, и они тоже зовут модели. Я в один момент даже думала просто людей на улице вылавливать и говорить: ты что ты делаешь в своей жизни, тебе моделью надо быть. Вот у людей, у которых есть потенциал, да, быть моделью реально, за границей работать, да, там в каких-то показах, там, Gucci, там, Prada, там, еще что-то, да, они не понимают этого, ну, потому что это не привито, возможно. Никто не говорит перспективы. Конечно, одной внешности недостаточно. Ты должен быть личностью, в принципе, как и везде. Вы представьте, сколько вообще моделей ходят на кастинги, сколько моделей отправляют свои фотографии, да? И сколько из них попадают на какие-то действительно стоящие показы, да, но единицы же. Это все, скорее всего, из-за того, что они действительно смогли как-то выделиться среди толпы. А ведь похожих людей очень много на самом деле. Не зря в модельном бизнесе существует понятие типажа. И тем более, если у вас похожие типажи, то очень сложно будет конкурировать. Я, конечно, хочу развивать себя в сфере YouTube. Сложно как-то внутри принять решение, стоит что-то снимать или нет. Поэтому я бы хотела, чтобы вы написали в комментариях, понравился ли вам такой разговорный формат, вопросы на ответы на вопросы. И я бы хотела, чтобы к следующему выпуску вы писали мне какие-то свои вопросы в комментариях. И, возможно, я еще сделаю опросник в Инстаграме. И эти вопросы пойдут уже в следующее видео. Говорю, как селеба какая-то. Совершенно фам. И кофе у меня закончился. И мы закончим на этой прекрасной ноте. Всем пока. Как выбрать то, что будет приносить пользу, что будет по-настоящему интересно? Определиться с будущим уже сегодня и не разочароваться в этом позже. Оставаться рядом с близкими и друзьями, но при этом открывать новые горизонты. Чтобы достигнуть чего-то большего, нужно начинать идти к цели прямо сейчас. Якутский колледж инновационных технологий. Будущее в твоих руках. Соргор биһиги кораппытыгар тохтасылыллах үчүгэй сох курдук. Ол эрен эйигин хахан багар өйүр-өйдүр табаарыстарын манна баалар. Дойдугар да сылжан ан дойдону кытары теңге билсе олорокка сөп. Манна арас элбе хайгага бээн кыйккын кырдыры сөп. Алоккор ханнык солу тутухарын бэйэгыттен тутулуктах. Экономика Онна менеджмент Восточно-Сибирского института